Та конференция, которую мы проводим сегодня и завтра, она носит однозначно практический характер. По республике Саха-Якутия нас очень серьезно беспокоит, и правительство это беспокоит, заболеваемость людей пневмониями по республике Саха-Якутия. Мы все понимаем, что это эндемическое такое заболевание, которое, конечно, характерно для нас. Оно чревато не только потому, что это инфекционное заболевание, но и, конечно, связанное с переохлаждением, с условиями нашего климата. Сегодня есть множество современных технологий для того, чтобы проводить профилактику. Прежде всего, это вакцина-профилактика. И сегодня правительство готово поддержать по приобретению пневмококковой вакцины у нас здесь. И мы вот уже с осени будем вакцинировать наше население. Это пожилое население, это школьники. А на 2016 год мы берем большую когорту населения и будем проводить вакцинацию. Вакцина достаточно дорогая, но тем не менее, даже вот в этих серьезных климатических таких условиях, серьезных условиях для нас это очень важно. И несмотря на то, что вот сегодня экономические условия достаточно жесткие, тем не менее правительство поддерживает. И сегодня на конференцию прилетел академик Чучалин. Это главный пульмонолог Российской Федерации, это главный терапевт Российской Федерации. Это человек, который в свое время ставил все основы и азы пульмонологии, вообще пневмоний. Его была идея, его новшество привести в Россию пневмококковую вакцину для того, чтобы наше население не болело. Это действительно та панацея, которая может спасти население. Поэтому мы сегодня будем говорить о тех организационных моментах, однозначно, да, то есть сегодня как это сделать. То есть помимо всего прочего мы сегодня должны будем открывать различные иммунологические лаборатории. Мы должны будем проверять иммунологическую прослойку, иммунологический статус человека. То есть мы выходим на организационно абсолютно новый уровень по оказанию медицинской помощи и по профилактике нашего населения от пневмонии. Мы здесь не первый раз, а цель – это обмен опытом, обмен информацией и в какой-то степени хотя бы устное программирование развития медицинской помощи. В данном случае вот мы приехали, можно так сказать, представители респираторной патологии, отоларингологи, пульмонологи, с тем, чтобы обсудить наиболее диагностику лечения наиболее часто встречающихся заболеваний у людей. Да, это так называемая простуда, за которой тянется все, что хотите, всякая патология. Вот мы для этого и приехали. Мы с Якутией поддерживаем тесные контакты со специалистами. И это очередная встреча с тем, чтобы идти дальше. Самый актуальный вопрос, к примеру, вопрос заболеваемости населения. Как создать структуру медицинской помощи для лечения тех или других болезней. В частности, это дыхательные системы. Вот это вот основной вопрос. Организацию, а за организацией диагностика, методы лечения, все, что должно быть хирургического, медикаментозного. Здесь много вопросов, которые нужно обсуждать и внедрять в практику все новое. Мы сегодня с очень большой радостью ожидаем встречи с самыми ведущими профессорами, с руководителями пульмонологической службы, с организаторами пульмонологической службы. И вообще вот для республики это очень большое событие для детских врачей, для лор-врачей, и для педиатров, и для взрослых врачей. Поэтому мы очень рады и большим своим коллективом еще завтра будем слушать эту всю конференцию от начала и до конца. И думаю, что это все окажет значимое влияние на работу, вообще на оказание и отоларингологической, и пульмонологической помощи населению нашей республики.